перед нами пример чудовищного социального расслоения в стране. С одной стороны, мы видим нищету в регионах, особенно в тех республиках, которые находятся за Уралом, как обычно. Тува нищая, да, Хакасия, Алтай, республика Саха. Посмотрите, недавно блогер снимал Якутск, не туристический. Люди живут буквально в говне, да, простите меня за такое слово. Люди живут в нищете. Невыплаты зарплат. Тем, кому зарплаты выплачивают, не хватает. Считают копейки от зарплаты до зарплаты. Закредитованность населения вот так, выше крыши. Смотрите, блогеры показывают, старики копаются в мусорных баках в поисках еды и в поисках одежды, потому что им пенсии не хватает. Люди не могут летать из одного региона в другой, потому что денег нету. Перелеты стоят огромных денег. Нужно всю жизнь горбатиться, чтобы тебе, допустим, из какого-нибудь Алёкминского улуса в нашей республике долететь до Якутска. Нищета, крайняя нищета в регионах. На этом фоне мы с вами наблюдаем, как чиновники, вот эта широта русской души, да, от всей своей широкой души они проводят, столько денег они вложили в этот экономический форум, чтобы показать иностранным гостям, настоящие американцы же к ним приехали, да, показать им, что мы не бедное, в общем, государство, Российская Федерация. Пыли в глаза опустить. Солянка за 7 тысяч, красная икра. Едят они золотыми ложками из французского фарфора и срут в золотые унитазы. Столько денег туда спустили. Вот на другой чаше вот это, праздники там, да, танцы Собчак устраивает. Социальное расслоение. Страшное, страшное социальное расслоение. В медицине есть такой термин, который называется терминальное просветление. Когда наступает у смертельно больного человека, наступает такой момент, когда все показатели приходят в норму. И человек как будто вот выздоравливает, оживает. Но этот период длится недолго. И человек неожиданно потом все равно умирает. Вот это самое, на мой взгляд, сейчас происходит в Российской Федерации. Короткий всплеск такой, да, перед тем, как окончательно умереть. Потому что мы с вами знаем, в каком состоянии находится экономика государства. И вы знаете, мне это напоминает историю одной семьи, очень показательная история. Все ее знают. Семья по фамилии Чаушеску. Вот эти люди тоже, да, диктаторы, жили в роскоши. Жили среди вот этого мрамора, всего этого блеска. В то время, когда у них на 2 часа включали свет в день простому народу, зимой запрещали холодильниками пользоваться ради экономии. Дети у них умирали от голода. Когда чета Чаушеску ела и подтиралась шелковыми платочками и принимала очень дорогие подарки от всех. И вообще жила на широкую ногу. И занималась такой же гигантоманией, как любой тоталитарный режим, как Россия сейчас. И все мы знаем, чем эта чета закончила. Так вот, сейчас приближенные к власти чиновники, политики, да, которым денег девать некуда, и которые разбрасываются этими деньгами, да, в то время, когда регионы нищенствуют. Вот они забыли историю этой семьи. Но я думаю, что народ, который живет впроголодь долгое время,
и который страдает от того, что просто нет денег и нечем кормить детей, он им все это однажды припомнит.